Шерфініз қайырлы olsun саатлерде 12:30 эфирде заман. Бүгін Қырымышғалының 845-ші күні кетмекте. Бұл саат қалған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Бүгін Европа Бірлігі Русияге қаршы санкцияларны да 6 айға девам еттірежек. Бұл ақта Европа комиссия елбашысы Жан-Клод Юнкер білдірді. Оның сөздеріне көре санкциялар девам еттірілмесіні бүгін Люксембургта топлашқан дипломатлар қабыл етежек. Евел көрсетілген санкциялар июль айына қадар күшіні жоя. Белеке Русияге санкциялар Украинаға қаршы олған агрессиясы үшін көрсетілген еді. Я был в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, принимал участие в экономическом форуме, а также встречался с президентом Путиным. И в моем выступлении на форуме, и в ходе встречи с российским лидером я очень четко выразил мысль о том, что Минские соглашения должны быть выполнены. Проще говоря, чем больше выполненных пунктов Минского протокола, тем меньше санкций. Между Минскими соглашениями, их реализацией и санкциями есть прямая взаимосвязь. На данный момент совершенно ясно, что в июне мы будем продлевать санкции. Но в течение следующих 6 месяцев мы продолжим мониторинг, чтобы понять, есть ли достаточный прогресс в выполнении минских договоренностей, для того, чтобы снять часть санкций. 26 февраль ішінде гизли шаатларының сайысы пек чоқтыры. Бұл ақта апсты олған Межлис рейс муавин ақтем чейгозына қорчалыған адвокат Николай Полозов Крым реалии эфирінде білдірді. Оның сөздеріне көре шымділік юзге яқын шааттан едісі гизлидер. Олар махкеме отырышындан тыш сеслеріні деңіштіріп шаатлық етежектірлер. Ақтем чейгоз 1,5 жылдан берлі апсты болуына. Оны санки 2014 сенесі 26 февраль күні Украина бірдемілігі митингінде санки қалабалықлар шығарғанында қабатлайлар. В этом деле огромное количество секретных свидетелей, то есть тех лиц, которые будут допрошены в зале суда дистанционно, никто не увидит их, голоса их будут искажены, и мы не узнаем их анкетных данных. 7 человек – это беспрецедентное количество секретных свидетелей. В деле Савченко, например, было 3 секретных свидетеля. Есть сомнения, потому что некоторые секретные свидетели выдают себя за членов Меджлиса, которые присутствовали на совещании 25 февраля. Вопрос доверия к словам очень большой. Қырым хастаханелеріндегі бұйық невбетлеріні көстерілген қызмет ейлешкенілен аңлаталар. Бұл ақта ишғали ұлынған Қырымнан сағылық сақлав назирлігінде білдірелер. Назир Муавин айтқанына көре Тибет ярдымы бедава ұлғаны себебінден тедавеленмеге істегенлерінің сайысы баяғы артқан санки сағылық сақлав системасы бойлы невбетлерге азырды кел. Если раньше для оснащения поликлиники требовалось стул, кушетка и молоточек и фондоскоп, то сейчас это уже и УЗИ, это и рентгены, это и КТ, и МРТ, и узкие специалисты, и различные лор-комбайны. И это большой комплекс мероприятий, который проводится. То есть раньше такого не было. Если вспомнить еще даже 2000-е годы, то не в каждой поликлинике УЗИ-аппарат был. Қырымышғалынден сон сакенлер автолап невбете тұрмаға мечбурлар. Базды хастаханелерде атты таны атмаздан әвел невбетлер тізіле. Шымділік екімге кірмек ечон мұтлақа талон алмақ керектір. Каждое утро надо приезжать, записываться, вот это стоишь. Я вчера приехала, не достались уже талончики. Вот сегодня пораньше. А идешь, темнота, ничего не видишь. Троллейбусов нету, значит, на топике плати и приезжай. Это что, неделю ездить? Это вообще проблема такая, что... Поэтому... Откуда вы добирались? С проспекта Октябрьской революции. Вот, это вообще... И к врачу-то придешь, врач тоже на тебя так смотрит, мол, а что пришла? Если официально уже смертность увеличилась несколько раз. Обращение плохое. Официально. Поэтому точно, что ж там? Терапевты вообще. Денег нету, ничего нету, что ее принимать? Посмотрели и разговаривать не хотят. Конечно. Старая уже, что ты пришла? Идет деление. Молодой, значит, можно лечить. Старый, Да, они говорят, ты уже старая, это по старости все болезни. Вот и все. Я говорю, как по старости? Если я 30 лет тому назад почку удалила, я еще живу. Я говорю, живу, и она меня не очень беспокоит. Так что мне теперь делать? Значит, не надо не проверять, ничего не надо делать. Так правильно? По старости. Я говорю, тогда мне легче на 5-й километр пешком дойти, если бы я знала. Я бы дошла пешком туда.
знала, что я туда пришла, осталась я там и все. Я бы так и сделала. Я не то что пешком, бегом бы, наверное, добежала туда, чтобы вот это вот нервы не мотать под старость лет. Америка Кошма штатларындан нефахаджылар делегациясы Қырымға келген. Ишғалжілер назаретінде олған Первый Крымский телеканалы берген малыматқа көре, етке тақменен 20 инсан кіре. Нефахаджылар Ишғал олынған Қырымны өз көзінен көріп, там малыматны огренмеге істеген екенлер. Санки Америка Кошма штатларының матбуат васталары оларға ялан малымат бере екен. Американские средства массовой информации ситуацию в Крыму освещают неправдиво. Это ужасно, поэтому так важно нам, пенсионерам, приехать сюда, посмотреть, что здесь происходит, и, вернувшись назад, рассказывать всем об увиденном и давать интервью американским телеканалам. Я люблю Крым. Я была здесь в октябре и замечательно провела время. Познакомилась со многими людьми, которые мне многое рассказывали. Я вижу, что Крым – это часть России, и он заслуживает быть частью России. Крым всегда был российским и снова им стал. В этом и заключается причина моего возвращения сюда – показать членам делегации то, что увидела я в октябре. Ахияр юлларының тамирленуі ойледе башланмады. Ерлі Ишғалжа кеметі июнь башында ишлер бірқач күнден башланacak деп ваде берген еді. Ләкин юллар евелісі олғаны кебі дешетлі алда қалмақта. Чуқур үстінде чуқур. Проект пошел в экспертизу, там капитальный ремонт. Когда мы выйдем на молочку? На молочку мы выйдем до 16 числа этого месяца. Значит, во второй половине июня месяца мы выходим на капитальный ремонт. Это ужас! Когда здесь будут дороги? Да уже ее доделают, эту дорогу! Владимиру Владимировичу! Я сам автомобилист и сам мотоциклист. У меня мотоцикл и машина. Дорог нет в Севастополе вообще. То есть что-то подобие дорог. Значит, очень хотелось бы, чтобы они были, на самом деле. Потому что город Севастополь, он всегда был красивый город, всегда был хороший город. Эти ямы, вот кошмарные ямы, действительно автомобилисты устали просто ремонтировать свои машины. У меня машина, я из-за этих дорог купил себе джип. Потому что ездить на легковом автомобиле очень дорого по этим дорогам. Бусатқа олған сонки хаберіміз еді сілерге күнлер тілейм. Невбетекі заман яйынларымызны қачырманыз, дайма атырылы олыңыз. Көрішмек үзіре.